процесса. В предварительном слушании рассматривается административное дело по иску об оспаривании постановления. Данное дело сегодня рассматривается у нас в предварительном слушании в электронном формате. Уважаемый участник процесса, составу суда доверяете? Да, уважаемый суд, доверяю. Доверяем, а тут их не имеется. Так, уважаемые участники процесса, хотелось бы вам разъяснить о новеллах действующего законодательства касательно экстерриториальной подсудности. В соответствии со статьей 107 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан, истец может выбрать экстерриториальную подсудность, в том числе по делам, находящимся в производстве суда до назначения разбирательства к судебному заседанию. Так, сегодня у нас производится предварительное слушание. На стадии предварительного слушания возможно передать дело по экстерриториальной подсудности, если поступит заявление истца. Данная категория она подпадает под ту категорию дел, подлежащую передаче по экстерриториальной подсудности. Вместе с тем хотелось бы обратить ваше внимание, что не все дела могут быть переданы по экстерриториальной подсудности. Это в частности касается исключительной подсудности, которые могут быть рассматриваться только в специализированном межрайонном административном суде столицы, подсудные военным судам, а также Верховному суду. А также в тех случаях, когда административные акты были вынесены за пределами Республики Казахстан и в электронной форме, поскольку оспариваемое постановление вынесено на бумажном носителе в бумажном формате, поэтому данное дело может быть передано по экстерриториальной подсудности. Поэтому, истец, если вы согласны писать заявление о передаче по экстерриториальной подсудности, суд может объявить перерыв для того, чтобы вы написали заявление и мы успели его зарегистрировать. После этого продолжим процесс.